Ну а в Аллаиховском Улусе прошло февральское совещание работников образования. Речь шла о консолидации ресурсов образовательных организаций в контексте социокультурной модернизации. Подробнее Саргалана Амонова. В этом году традиционное собрание работников образования началось торжественным стартом Года литературы в России и Года дошкольного образования в Республике Саха-Якутия. В отличие от прошлых лет, допустим, сегодня мы начали нетрадиционно. Мы открыли Год литературы. Учителя представляли совершенно в другом образе. Они читали стихи, они изображали эпоху, например, Александра Сергеевича Пушкина, танцевали вальс, мазурку. То есть мы увидели учителей немножко другими глазами, немножко в другой роли. Во второй половине дня все образовательные учреждения показали мастер-классы и провели открытые уроки. Также провели выставку-ярмарку педагогических идей и продукции по направлениям. Но я посетила урок Грязновой Галины Владимировны, учителя русского языка и литературы Чукурдахской школы. И этот педагог, мастер, можно сказать, человек с большим опытом работы. И для меня, начинающего педагога, посмотреть такие уроки, мастер-класс, конечно же, мне этот урок очень понравился. Для повышения качества и эффективности сферы образования муниципального образования Аллаиховского Улуса района руководители защитили проект создания сбалансированной сети. Но нашим учителям такие мероприятия дают обмен опытом. Они встречаются и много общаются. Так как у нас они собираются в год 2 раза, это августовское совещание и февральское. И третье – это чтение в марте месяце. В итоге были рассмотрены самые актуальные вопросы концепции дополнительного образования по Республике Саха-Якутия, по которым будут приняты резолюции февральского совещания. Саргалана Амонова, Владимир Копырин, НВК Саха, Аллаиховский Улус.